вдумайтесь в цифры. За прошлый год на территории Якутии зарегистрировано 2206 преступлений. Общий ущерб дистанционных хищений составил более 946 миллионов рублей. За 8 месяцев этого года зарегистрировано 1511 преступлений. Ущерб превысил 737 миллионов рублей. И это на республику, в которой проживает всего 1 миллион человек. История стара как мир. Бесплатный сыр бывает в мышеловке. Однако люди каждый день все попадают в их уловки. Мошенникам лишь волю дай. Они придумают легенды. То банк, то безопасный счет или продление аренды. И как итог, большой кредит, а то и вовсе без квартиры. Вся жизнь спектакль. Хорошо играет тот, кто ставит блок от мастеров сатиры. Не торопитесь расставаться с деньгами. Конечно, кроме правоохранительных органов, мошенниками борются и другие организации. Сегодня мы будем в гостях у регионального отделения Народного фронта, и они расскажут о своих методах борьбы с мошенниками. Народный фронт запустил такую программу, как «Мошеловка», и есть сайт мошеловка.ру, на котором можно внести данные телефонов, с которых вам звонят мошенники. Это действительно механизм, который помогает как минимум защититься от мошенников, а прямо уменьшить количество хотя бы тех номеров, блокировать номера, которые используются как инструмент для мошенничества. Сайт может быть полезен каждому человеку, которому позвонили мошенники, но он никак не пострадал. Но у него сохранился номер телефона, и тем самым он может поспособствовать поимке, быстрой поимке этого мошенника, когда он заходит на этот сайт и, например, вводит данные номера телефона, пройдя по ссылочке «Сдать мошенникам». И как раз сегодня ко мне звонили мошенники, представились сотрудниками ФСБ России, даже прислали приказ и ждут прямого разговора с ними по WhatsApp. Могу ответить на эту провокацию просто. Сотрудники ФСБ по WhatsApp не пишут и не звонят. Так, ну давайте проверим, реально ли это сотрудник ФСБ или нет. Ну, мы-то уже с вами заранее знаем, поэтому мы и зашли по ссылке «Сдать мошенника». Населенный пункт мы выбираем Якутск. Так, сейчас. Так, способ контакта. Знаю номер телефона. И номер телефона, с которого нам звонили, либо писали, то есть мы его вводим. От чего имени действует? Обязательно это нужно запомнить, что это был обращение сотрудника ФСБ, да? Обратились, все, мы ввели. И если есть возможность прикрепить, допустим, скриншоты с экрана телефона сделанные, да, ну, сам скриншот переписки и так далее, то это можно сделать тут же. Вы видите, что здесь нажимаем на папочку, прикрепляем скриншот. И отмечаем, удалось ли обмануть вас мошенникам. Ну, мошенникам вас не удалось обмануть, поэтому ставим «нет». И ваши контакты для связи. Указываем имя. На сайте указано, что спасибо за ваше обращение, и мы передадим информацию в соответствующее ведомство, а также соберем статистику по подобным обращениям. Что делает сайт дальше? Дальше сайт сопоставляет, сколько раз данный номер телефона был использован в каких-либо мошеннических схемах. Потому что на данном сайте мошеловка.рф вся информация, она собирается, она переводится в некую статистику, и эти номера телефонов уже фиксируются как мошеннические. То есть если где-либо этот номер телефона всплывет, то уже человек может проверить его на этом сайте. То есть это такой полезный инструмент, который позволяет людям заранее проверить информацию, заранее проверить собеседника, заранее проверить вообще в принципе цель звонка, да, человека, удостовериться, реально это человек, либо это человек-мошенник. Самый полезный сайт
в данном случае это мышеловка.рф, потому что это официальный сайт. Здесь занимаются профессионалы своим делом, то есть они ловят мошенников вот таким вот простым образом. И вы, уважаемые граждане, вы можете стать помощниками в этом непростом деле, потому что, как мы уже знаем, звонки осуществляются практически каждому жителю России. А если мы будем помогать собирать вот такую вот базу, то есть вероятность того, что эти номера будут заблокированы, и уже мошенник, сделав только один звонок, он уже с этого номера не дозвонится больше никому. И нужно быть предельно аккуратным, предельно осторожным, потому что лишний раз стараться вообще не отвечать на звонки. Потому что им надо максимально получить данные. Давайте не будем забывать, что все украденные деньги у жертв, которые пострадали от дистанционного мошенничества, они идут на Украину. И каждый рубль, отправленный на счет мошенников, это пуля для русского солдата. Я об этом не устану говорить, я об этом буду говорить постоянно, потому что только так мы сможем остановить, хоть как-то предотвратить вот эти вот мошеннические схемы, и чтобы действительно побудить людей не отвечать на звонки. Ведь от вас что требуется? От вас требуется только одно – не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Все, больше ничего. Потому что пока их оружие – это звонок на мобильный номер телефона. Или это обращение через мессенджер. Или это обращение через социальную сеть. Но мы все равно, их оружие – это наш телефон. Наш телефон. Не их телефон, а наш телефон. Потому что деньги, которые они воруют у нас, они потом используют против нас. Против каждого человека, который живет в России, против каждой семьи, которая живет в России. Вот это надо понять. И только вот я уверена, что когда вы посмотрите, да, когда вы меня услышите, я уверена, что вы поймете, чего они добиваются. Когда люди подвергаются мошенническим действиям и идут на поводу мошенников, одна из последних инстанций – это уполномоченный по правам человека в Якутии. И сюда люди обращаются. Мы видим, что есть элементы практически национального бедствия, когда наши граждане, ничего не подозревая, когда добровольно выдают пароли, коды, и вследствие этого на него обрушивается огромная беда. Поступила к нам жалоба гражданина Г, которому 90 лет, доктор наук, профессор, и он стал жертвой такого циничного по своему содержанию, вопиющего преступления. Вследствие этого гражданин, к сожалению, поскольку его ввели в заблуждение, якобы сотрудники правоохранительных органов, продал свое единственное жилье за полцены ниже рыночной, и более того, полученные денежные средства сам лично отдал преступникам. Мы незамедлительно, конечно, связались с гражданином, обратили внимание на то, что к тому моменту, хотя все преступные действия начались в феврале текущего года, а к маю месяца не было принятого решения о возбуждении уголовного дела. Обратились к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой, и в мае месяце по итогам нашего обращения незамедлительно было возбуждено уголовное дело. В рамках уголовного дела назначена судебная, то есть психолого-психиатрическая экспертиза, проводятся определенные следственные действия. И, конечно, мы все сейчас заручились терпением, потому что на все это нужно очень внимательное и юридическое отношение. Мы обращаемся к государственным структурам, финансовым структурам, что все-таки на сегодня требуется принять дополнительно комплекс мер, чтобы была выработана правильная позиция судебных органов с точки зрения защиты прав граждан, именно имущественных прав. Потому что с этим связана и судьба людей, и жизнь людей.
Наши, в частности, пожилые граждане, воспринимают такие действия мошенников, действия преступников, как угрозу их жизни и здоровью. К сожалению, есть, мы знаем по нашей стране, трагические факты, когда люди принимают решения, которые несовместимы с жизнью. И я думаю, что общими усилиями мы сможем противостоять этим преступникам, по сути дела, этим врагам, которые сегодня нарушают наши с вами права. Не сообщайте никому какие-либо смс-коды и пароли. С помощью них аферисты взламывают аккаунты в госуслугах и получают доступ к документам, после чего оформляют на имя жертв кредиты. Не сохраняйте пароли от мобильного банка и госуслуг в облачном хранилище телефона или браузера. Если ваш аккаунт будет взломан, аферисты получат доступ к вашим персональным данным. При отказе от услуг оператора сотовой связи открепите свой номер телефона от всех личных кабинетов, мобильных банков и аккаунтов в соцсетях. В случае, если мошенники завладеют вашей старой сим-картой, они смогут воспользоваться ею для доступа к вашим персональным данным. При поиске в интернете официальных сайтов магазинов, банков или других организаций пользуйтесь российским поисковиком и ищите сайт с галочкой. Не переходите по сомнительным ссылкам, даже если они были отправлены вам знакомыми. В них может скрываться вирус, способный передать все ваши данные кибераферистам. Добавьте номер своего банка в список контактов. С помощью специальных программ мошенники могут подделывать любые номера. Если вы добавите номер своего банка в контакты, он будет высвечиваться именно так, как вы его сохранили. При возникновении любых вопросов или сомнений всегда перезванивайте на официальный номер организации, набрав его на клавиатуре самостоятельно. Только так вы сможете быть уверены, что собеседник не мошенник. При разговоре по телефону не поддавайтесь эмоциям. Задача мошенников – ввести вас в состояние паники, чтобы вы не могли объективно оценить ситуацию. Лучше всего прекратить разговор и перезвонить близким для уточнения информации самостоятельно. Остерегайтесь предложений о быстром и легком заработке в интернете. Если же данные или деньги попали к мошеннику, сразу обратитесь в службу поддержки банка. Сотрудники банка заблокируют карту. Если же деньги перевели на карту злоумышленников, незамедлительно обратитесь в полицию.